Первым делом у нас... грубые, скажем, нарушения. это санитарное состояние самого рынка, торговых объектов. Первым, что мы смотрим, это по линии санэпидслужбы. Они фиксируют все нарушения, с чем это связано, по какой причине идет недоработка в каких-то направлениях или То нет. есть Они все это фиксируют и отчитывают. уборка мусора. В том числе, да. Состояние прилавков, торговых объектов, подача воды, подача слив тех же сточных вод. И так все входит в данный момент. Все это будет, все прописывается. На данный момент даже отчет у меня передо мной лежит на 67 листах по всем этим рынкам. Мы сейчас его предоставим и будут анализировать, и каждым главам районов и директорам будет отправлено соответствующее письмо и дадут какое-то определенное время. Много проблем возникает в торговых объектах из-за нехватки оборудования. В основном это холодильного. Потому что продукция... несовместимая продукция, которая должна храниться в разных отдельных холодильных устройствах, они на сегодняшний день фиксируются в одних и тех же. То есть товарное соседство нарушается. Это в основном мясо-молочные продукты, морепродукты. Это основное направление. Овощи и фрукты, естественно, с сырым мясом нельзя хранить. Мы это все прекрасно понимаем. Возникают такие вопросы, мы это фиксируем, при нас же заставляем, если оборудование на тот момент позволяет, перекладываем, при нас, чтобы, объясняем, как должно быть и по какой причине. Так как сырое мясо является носителем различных, может быть, болезней или бактерий, но оно потом проходит термообработку. А если там рядом сырная молочная продукция, то оно перейдет туда, и сыр мы уже употребляем в сыром виде. Так что такие моменты мы смотрим, в том числе и морепродукты. Это продукты, которые несовместимы. Они должны храниться и реализовываться раздельно в обязательном порядке.